Привет, телезрители! Здорово, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Не выходя из дома, будем знакомить вас, телезрителей, с новостями. И сегодня твои проводники на вершину событий Никита Гуров и Аня Шакова. А вот что для вас приготовили наши корреспонденты. Сегодня в выпуске. Как прошел День творчества Мустая Карима? Где еще работают наши ведущие? Почему искусство – это просто космос? Что делать, чтобы оставаться в форме в режиме самоизоляции? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре уже 29 апреля, и сегодня отмечается Международный день танца. Во время самоизоляции даже я начал танцевать. Это достойно аплодисментов, Никита. Так что я поздравляю всех танцоров и даже тебя с профессиональным днем. Спасибо. Но все же я считаю, что мой профессиональный день связан с телевидением. Ведь новости – это моя работа. В Башкортостане состоялся региональный финал международного конкурса юных чтецов «Живая классика-2020». Участников оценивали известные журналисты, актеры, филологи. Трое школьников из Башкортостана прошли в финал международного конкурса «Живая классика». Они продолжат свою борьбу за звание лучшего чтеца страны в финале, который пройдет 16 мая в режиме онлайн. Лучшими юными чтецами Башкортостана стали Ярослав Олейник из города Октябрьский, Марат Сафин из села Языково и Артем Мизгулин из города Салават. В этом году все решили провести в онлайн-режиме из-за режима самоизоляции в стране. Сейчас мы побываем на празднике, который тоже впервые проводится в онлайн-формате. Сейчас все мероприятия перешли в онлайн-формат. Если ты дома, это вовсе не означает, что все проходит мимо тебя. Долой устаревшие стереотипы. Давайте будем в центре событий. Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима провел несколько мероприятий, посвященных творчеству народного поэта Мустая Карима. Не просто так же он носит его громкое имя. Напомнить о значимости нашего соотечественника со сцены в привычном театральном формате, конечно же, не получилось, но выход есть всегда. В исполнении артистов театра прозвучат песни, стихотворения, рассказы и монологи из его произведений на официальном YouTube-канале. Все завершил. Покончил с мелочами, и суета осталась позади. И вот сейчас с рассветными лучами птиц выпускаю из своей груди. Сейчас здесь проходит ежедневный поэтический флешмоб к 75-летию Победы. Он также посвящен народному поэту Башкортостана, ведь у Мустая Карима много произведений о войне. А еще здесь выложили записи, на которых можно услышать голос самого автора. Запись всех этих произведений доступна к просмотру на YouTube-канале театра. Думаю, этот ресурс будет интересен и полезен многим. Катя Вахитова специально для «Горы новостей». Если вы пропустили что-то, все материалы доступны на официальном YouTube-канале театра. Плюс таких мероприятий, что их можно посещать не день в день, а даже спустя неделю. А плюс наша информационная служба, что у нас все время самые свежие новости. Средняя общеобразовательная школа села Мраково в Ишимбайском районе выиграла в конкурсе, на самом деле, с очень длинным и сложным названием. Но, короче говоря, у них теперь очень круто преподают математику, информатику и технологию. Сейчас учителям приходится учиться многому, многим даже больше, чем нам. А в лицее города Янаул оказались очень крутые кружки с углубленным изучением математики и информатики. Поздравляем в первую очередь учителей, а потом уже самих учеников. Им повезло не меньше. Ну раз уж мы тут начали хвастаться, то давайте посмотрим следующий сюжет. Там покажут нас, любимых. В период самоизоляции ведущие нашей детской информслужбы открывают новые горизонты, а вернее новые платформы для прямых эфиров.
фильмах говорят о супергероях, их предыстории, их приключениях и так далее. Так что обязательно посмотрите, но фильмов много. Вести эфир в Инстаграме гораздо, в 100 раз проще, чем на телевидении. Начиная с той же самой подготовки и заканчивая ведением эфира. Все зависит целиком от тебя. Ты сам оператор, режиссер, сценарист, ведущий, стилист, гример. И все это в одном человеке. Немного страшно из-за этого, потому что полагаться можно только на себя и на своего соведущего. Наш официальный инстаграм «Гора Тау» служит теперь дополнительным источником информации. Ведь наши проводники на вершину событий готовятся к ежедневным инста-эфирам не менее качественно, чем к ТВ-встречам. Я действительно волновался. И настолько сильно, что выпил 5 чашек крепкого черного чая без сахара. Каждый день в 17:00 встречаемся в официальных аккаунтах «Горы новостей» и детско-юношеского телеканала «Тамыр». Руслан, Карина, Аня, Никита, Настя и Радомир подбирают самые актуальные и нескучные темы. Самое страшное, что может быть в прямых эфирах. Я считаю, что это если ты забудешь текст, начнешь тупить, начнешь молчать, и зрителям будет скучно, ведь для нас важно, чтобы вам было интересно. У нас такое часто на эфирах случается, мы не укладываемся в определенный промежуток времени, который мы хотели бы, то есть полностью заполнить. ТВ-эфир отличается от инстаграм-эфиров тем, что зрители пишут нашим ведущим вопросы. Такое живое общение без официальных новостей максимально располагает на хорошее настроение. Больше новостей, еще больше, все для вас. Татьяна Никитина специально для «Горы новостей». Так что не издевайте. Встречаемся ежедневно в 5 часов вечера на официальных аккаунтах телеканала Тамыр и Гора Тау. Задавайте нам свои вопросы, мы с радостью с вами поболтаем. Но пока мы супер серьезные, потому что перед нами целая гора новостей. Объявлен старт всероссийской акции 100 баллов для победы. В этом году акция пройдет уже в 6-й раз, но полностью в режиме онлайн. На дополнительные баллы ЕГЭ это настоящая роскошь, и эта роскошь может стать вашей. Акция посвящена голоду памяти и славы. 100-бальники рассказывают будущим выпускникам, как успешно сдать ЕГЭ по истории. В этом году им дали возможность записать свои советы на видео или же провести прямые трансляции в соцсетях. Впервые выступления 100 и высокобальников могут увидеть все желающие. Мне кажется, это мероприятие поможет школьникам сбросить напряжение перед предстоящими экзаменами и настроит их на успех. Найти видеотрансляции можно по хэштегу 100 баллов для победы 2020. Да, и поторопитесь, конец учебного года не за горами. Аня, не нагнетай. И, ребята, если вы очень сильно волнуетесь, предвкушая май, то посмотрите следующий сюжет. Если вы уже успели пересмотреть все фильмы, сериалы и не знаете, чем еще себя занять, то я предлагаю заняться саморазвитием и научиться рисовать. Сейчас мы будем рисовать космическое небо. Все, что нам понадобится, это акварельная бумага, большая кисть из белки, она более мягкая и легче отдает воду, краски, вода, и чтобы не испачкать рабочее место, нужно что-то положить под будущий рисунок. Берем большую кисть и обильно смачиваем лист водой. Не размазывающими движениями я начинаю заполнять бумагу от края в центр. А еще старайтесь не добавлять слишком много воды в ходе рисования, иначе даже самая плотная бумага начнет странно себя вести, а красивые разводы могут превратиться в лужи. Сейчас мы дождемся, когда рисунок подсохнет, подправим недочеты и нарисуем звезды. Берем старую ненужную зубную щетку и окунаем ее в белую краску. Дальше с помощью кисточки тихонько проводим по щетине зубной щетки сверху вниз. Таким образом брызги образуют звезды. Остается лишь доставить крупные звезды тонкой кисточкой. Осталось дождаться, когда наш рисунок полностью высохнет, и потом можно поместить его в рамку, чтобы в дальнейшем использовать его как классный элемент декора. Либо же сделать из него космическую обложку для вашего скетчбука, открытку другу или же обложку для вашего будущего музыкального альбома. Главное — фантазия. Азалия Латыпова специально для Горы новостей. Азалия, спасибо.
Оказывается, круто рисовать — это не значит, что сложно. Делайте свою жизнь интересной, даже если вы сидите дома. Тем более это осуществимо. Ведь в этом году париться насчет учебы стоит только 9 и 11 классам. Почему ты так думаешь? Откуда эта информация? Все же очевидно. В этом году все российские проверочные работы будут писаться учениками 4-8 классов только осенью 2020 года, где-то в сентябре-октябре. Теперь уже точно инфосотка. В этом году написать ВПР должны были 6 миллионов школьников. Ребята из 10-11 классов написали их еще в марте, а ученики 4-8 классов будут писать осенью, то есть уже не в этом учебном году. Как вы знаете, результаты проверочных работ не влияют на переводы в следующий класс. Это важно прежде всего для школ, учителей и родителей учеников, чтобы узнать, какие пробелы в знаниях есть и что нужно подтянуть. Поэтому это будет актуально еще и осенью. Так что держите себя в форме. Всем приветик! Сегодня речь снова зайдет о карантине, и на этот раз мы будем заниматься спортом. Первое, что нам понадобится, это хорошее место. Готово! Мы начинаем нашу тренировку. Первое, что мы сделаем, это мы разомнем шею и руки. Далее махи ногами, стоя или же лежа по 18 раз на каждую ногу. Далее выпады. Ну а если вам это легко дается, делайте выпады назад с каждой ноги по 18 раз. Дальше это джампинг. Ребята, это название такое трудное, вам просто нужно попрыгать. Если вам по каким-то причинам не нравится моя тренировка, вы можете просто зайти в Инстаграм спортсменов и тренироваться прямо как они. Я биатлонист, мастер спорта России, чемпион и призер чемпионата России. Вот. Вместе с Министерством спорта Республики Башкортостан проводим зарядку с чемпионом. Ну, программа так называется. 1, 2, 3, 4. И еще раз вперед. 1, 2, 3, 4 и назад. Делаем прогиб. Прогибаемся, смотрим на потолок. Ну а на этом все. Не забывайте тренироваться и держите себя в форме. Настя Бурмистрова специально для Игры новостей. Настя, спасибо. Присоединяйтесь к ежедневной тренировке в 9 утра, которую организует Министерство спорта и молодежной политики Республики Башкортостан. Ежедневно самые крутые чемпионы дают высококлассные упражнения. Расписание есть в соцсетях министерства. Но на этом и все с новостями и событиями дня. Тебя знакомили Аня Шакова и Никита Гуров. Включай нас каждый день, будь на вершине событий и оставайся дома. Пока-пока. Пока-пока.